Так. Ассаламу алейкум. Добрый вечер. Приветствую всех. С вами снова я, Орти Аслан, на канале Реалити. Арцуев Аслан на канале Реалити. У меня был только что стрим на Ютубе. И, к большому сожалению, видимо, мой канал атаковали. И поэтому я не смог продолжить свой стрим. Даже остановить его я не смог. Поэтому я решил немного посидеть в ТикТоке, пообщаться со своими подписчиками и друзьями. Так. Так, друзья, приветствую вас. Сегодня 26 мая 2022 года. Около 30 тысяч на сегодняшний день оккупантов уничтожено. И Украина ведет настоящую национально-освободительную войну, настоящую борьбу. И это очень вызывает уважение. Так, друзья, наверное, уже поздно. Сейчас уже время, наверное, 12 в Украине, временно оккупированной Ичкерии. И, наверное, все уже спят. Нас немного. Ладно, тогда, наверное, я перенесу свой стрим на завтра. Или же, если вы будете писать комментарии и будем участвовать в общении, то можно и сегодня поговорить. Ну что? Так, Питер Вольф. Аслан, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Питер. Кто ты по нации? По нации я чеченец. А ты кто, Мадина, по нации? Хорошо, говорит. Да, к сожалению, хорошо или плохо, да, Настя? Ну, чего? Ясно, Мадина, ясно. Ну что, друзья. Слава Ичкерии, пишет нам Максим. Молодец, Максим, так держать. Так, ставьте лайки, распространяйте наши эфиры, и тогда больше людей подключится. Что хорошо в этом ТикТоке? Мой YouTube-канал на территории фашистской России запрещен. И поэтому очень многие не могут принимать участие в моих стримах фашистской России. А тут пока это не запрещен. Пока не запрещен, поэтому вынуждены меня терпеть. И много, конечно, ваты и разных фашистов ко мне заходят с России сюда, но ничего, понимаем, что им это не нравится, и нам это нравится. Почему Ичкерия? В смысле, почему Ичкерия? Что ты имеешь в виду? Ассалам алейкум с Грузии. Ва алейкум ассалам, Грузия.
Мадина, что ты имеешь в виду? Почему Ичкерия? Что ты имеешь? Это вопрос, почему Ичкерия? Что ты имеешь в виду? Объясни, пожалуйста. Пользователь Мокко подписался на ведущего. Добро пожаловать, Мокко. Рад вам. Ичкерия вечно, Боик. Мадин, Даладула. Ичкерия вечно, Боик. С Грузии тебе говорят. Где Ичкерия? Ичкерия, она здесь. И вот здесь. Ичкерия – это же не просто слово какое-то. Ичкерия – это не значит Джахар Дудаев, это не значит Аслан Масхадов. Это значит свободная, демократическая, правовая страна, которая на самом деле защищает права людей, не как фашистская Россия. Поэтому Ичкерия, она была, есть и будет. Ичкерия в сердце у чеченцев. Абсолютно верно. ДДС. Баркалгон. Моко, спасибо за подарки. Спасибо. Что-то не видела Ичкерия. Я что-то не видела Ичкерия. В смысле ты не видела? Что ты имеешь в виду не видела? Ибо куда не видела? Как ты не видела? У нас есть Конституция. У нас есть страна. Ассаламу алейкум, ассаламу алейкум. Ничего страшного, Мадина. Я просто не могу понять, что ты, где Ичкерия, почему Ичкерия. Я не видела Ичкерию. Салам алейкум, Даргинец. Ва алейкум ассалам, Даргинец. Приветствую тебя. Ичкерии давно нет сейчас. Нет, это русские нам говорят, Джасмин, что нету Ичкерии. Понимаете? Русские говорят, и Аллаха не существует. И Путин говорит, что он управу на них найдет. У них труп их убийцы Ленина лежит на красной, кровавой. Знаете, почему она красная? Потому что она кровавая, там казни проводились. Кроваво-красная это площадь. Там лежит труп человека, которым они, как египтяне, древние египтяне, положили в пирамиду. И вы хотите сказать, что те люди, которые нам объясняют, что нет этого или есть это, мы должны это слушать? Я с этим не согласен. Мы древняя нация, с древнейшей культурой. На Кавказе мы 6000 лет как минимум зафиксированы, как 6000 лет назад мы там появились. И даже эти же русские это не отрицают. А вы отрицаете государство. Как это? Как это так? Ну, не знаю. Как это так? Поэтому я и говорю, что ты говоришь мне? Бюстик, хильха, хуль, бюстик, Канада. Так, Аслан Арцурия, так, да, имя. Ассаламу алейкум, Аслан, салам машлу масарга. Ури, амуя, алейкум ассалам, машой. Поэтому Ичкерия есть, была и будет. Навеки вечная Чеченская республика Ичкерия. Да, мула. Дагестанцы, братья с чеченцами, не с кадыровцами. Кадыровцы – это подхолопные товарищи, которые есть во всех народах, уважаемый Даргинец. И мы с дагестанцами, конечно, братья и соседи. Ты не обижайся на меня, я хочу сказать, ничего хорошего не сделал. Я хочу сказать, ничего хорошего не сделал. В смысле, ничего хорошего не сделал? А что должно сделать тебе государство, если на нее напали в 100 крат превосходящие силы, и они сражались? Это государство обязано сражаться. Любое государство должно себя защищать. Любая армия. А мы, добровольная армия, добровольно вышли, и весь народ защищал. И это до Ичкерии мы защищали себя. 4 века, по некоторым данным, 8 веков назад, как мы познакомились там с этими проходимцами, сражаемся с ними. О чем ты говоришь? Я просто не могу понять. Ты хочешь сказать, сейчас Россия сделала много? Или как вы это любите интерпретировать, не вы, а вот некоторые, интерпретировать, что это Кадыров что-то делает.
да? Но это же тоже ложь абсолютная. Мы же образованные, взрослые люди, это они могут детям рассказывать сказки. Но мы-то прекрасно понимаем, что Россия убила 30% от числа наших граждан, 300 тысяч наших граждан, среди которых 42 тысячи детей, устроили геноцид чеченского народа. Как? Я не могу понять, о чем вы говорите. Причем тут Ленин? Вы, как я понимаю, сами присоединились к Российской империи. Старшина 77. Старшина 77. Ленин – это убийца советских граждан. Ну, советских, которых советы собрали в одну страну. И это труп, который лежит, и это о многом говорит. Просто многие не обращают на это внимания, но это о многом говорит об этой стране. Которые ходят смотреть, водят детей в школы, смотреть на труп убийцы, миллионного убийцы. Хорошо, Сталина еще вынесли, могли бы его оставить. Хотя надо еще посмотреть, кто из них больше убил. Тот, кто заложил это государство, именно вот такое террористическое, или последователь, который воплощал в лице Сталина. Поэтому неизвестно, кто из них больше убил. Это раз. И чеченское государство никогда не присоединялось ни к Российской империи, ни к коммунистической империи, ни к демократической империи на, как ты тут пишешь, сами, то есть добровольно. Это наглая русская ложь. Понимаешь? Никогда не было. А если было, покажите хоть один документ, подтверждающий это. Нет таких документов. Так, ассаламу алейкум, да будет Серик. Кутинских троллей сходу блок. Да пусть будет. На словах будет Ичкерия. А так, кроме разговора, ничего нет, и так будет. Нет, Ева, ты ошибаешься. Ты ошибаешься. Старшина, провокатор. Ну не будь старшина, провокатор. Кто тебя запрещает? Кто тебя заставляет быть провокатором? 100 крат оружием, но не духом, говорит Гевара. Да, абсолютно, конечно. Речь идет только о оружии. Слава Украине, слава ЗСУ. Героям слава. Ичкерия, ассалам алейкум. Ва алейкум ассалам, Сатур Полвош. Слава Украине, героям слава. Адекватные люди все понимают. Да. Тезе дать аслашу. Хубова, Питер Вольф, сухскич муат, а ху тезе, сколько вам лет? Не могу сказать, это секрет. Не принято у мужчин спрашивать, сколько вам лет. Так, у каждого чеченца должно быть по 4 жены, говорит. Кто о чем, о вшивой, о бане, как говорится. По-моему, Боруху срочно нужна жена. Кроме моего будущего, так, Ичкерия, кроме моего будущего мужа. Так, Россию минимум ждет судьба Северной Кореи. Ассалам алейкум. Ва алейкум ассалам, Гер. 95 аж задахкар. Лейма дигнадершу. И хунуат дотишес. 95. Ночь раздала, а Чечения яздей. Захом яздейш. 95. Он раз хшир номер ерис. Так, бурлаки потуже, затяните удавки, говорит Ури. Да. Так, заходим, друзья, заходим. Так, я хотел бы пообщаться, если тут есть подхолопные товарищи и с русским имперцем я хотел бы пообщаться. Есть тут такие? Слава Украине, да, героям слава, молодец. Узер, пиши больше комментариев. Так, Асан, снова ты о моем нике сказал. Иншаллах, обязательно поменяюсь ваш. Да, молодец, свой нокетан. Имперцы, точно. Да, имперюги, Ичкерия, имперюги. Я уважаю Кадырова Ахмад Сала.
Ну зачем тогда, Мадин, пишешь Ахмад Сала? Так, Рам, ты тоже сила. Давно у тебя не было эфира, а я тебя борода, и у тебя борода, и подумал. А, Привет с Украины. Витаю, Украина. Витаю вас, дорогие мои. Пам-пам-пара. Пам-пам-пара. Так, лайки, лайки. Почему поморщился с тузиком? Поморщился с тузиком. Это подхлопное чудо я не собираюсь обсуждать. Пам-пам-пара. Пам-пам-пара. Пам-пам-парара, пам-пара. В смысле, почему? Что почему? Я сказал, я не собираюсь обсуждать это под-русским здесь у меня на канале. Я уже давно 100 раз сказал, зайдите на мой канал YouTube. Я там много разъясняю. Можете посмотреть. Так, Мадина, ну не задаривай меня подарками. Ну перестань ты, бог, ждать. Сосуд желаний даже, походу, да. Нох Кодер, ты, походу, на всех обижен. Почему я на всех обижен? Нох, ты такие вещи говоришь. Я вообще не обижаюсь. Я не понимаю, о чем ты говоришь? Походу, обижен. Почему на всех обижен? Вот странное. Уходишь до Украины, вот, ама. Да, бу конкретно резкий дауш. Шек да муэла, резкий лей. Оч буктига. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам, босман. Так, лайк. Спасибо. Алина Малина. Всем спасибо, друзья. Вы меня просто забавили. Короче, куплю Волгу. Сейчас на все бабки, которые сейчас соберу. И уеду в Гагры. И буду жить там. Куплю белую шляпу соломенную. У меня где-то была соломенная шляпа. Вот она, кстати. Правда, она не совсем такая белая, и она уже мятая немножко. Но она куплена где-то в Сицилии, по-моему, она куплена. Помялась. Не, она лежала здесь неправильно. Так, где он? Так, когда по факту все говоришь, почему-то думаешь, что обижен или еще что-то. Да, Ичкери, ищем. Оля хайкалца коч полнах буй, да дучтек, далец корт боч полнах, цер дуч камил шдер еще. Халхо шаве киту верч, объяснять дура синц, уже уж китер боти кехта сусун, сега бол китам кайга бумамет. Уж ко классе кан бат цацбеш. Так, Волга доедет, да. Альхамдулилlah, качуар батстя и дель мост, дал мула. Абу Наиб, дал мула. Ассалам алейкум ва алейкум ассалам. Так, друзья. Хун хой массери лахик алдол шун хиет хун. Умничать хун дуа. Гроза 95. 95 хо гаски ваца, гаскшан хо вахквил ваца. Дадах карай 95. А хо вахквил цер мет шо вала. Так он ропдался. Хайкалдол с собой просто элементарно дол. Цакич бош. Просто бьются. Хоките да дючно. Так. Как ты думаешь, брат, что будет после в Чечне? Деоккупация будет нашей страны.
Привлечение к ответственности военной и политические силы фашистской России и их пособников за массовые убийства, военные преступления, геноцид, преступления против человечности и акт агрессии против чеченского народа и государства. Будет справедливейший суд в городе Джохаре над всеми преступниками. Все, кто перешел на сторону врага, подвергнутся люстрации. Все, кто принимал участие в убийствах чеченцев, пытках своих сограждан, понесут уголовную ответственность, вплоть до пожизненного лишения свободы. Я категорически против смертной казни и буду на этом настаивать, но заменить смертную казнь на лишение пожизненно свободы преступников просто необходимо в назидание будущим поколениям. А остальные, кто просто был там каким-то госслужащим, может быть, не все, нужно будет какие-то там конкретные рамки обозначить, не смогут занимать государственные посты, в том числе даже учителям в школе. Да, они не будут подвергнуты уголовному преследованию, но они подвергнутся люстрации, и они не смогут всю свою жизнь работать в государственных органах, только в бизнес, частные дела и так далее. Это называется люстрация. Тот самый закон, который проводился в Литве, в Латвии, Эстонии, в Польше, в Чехии и других странах, который, кстати говоря, в Украине не проводился, который нужно провести. Вот что будет после того, как Украина победит и мы деоккупируемся. Как и когда, по-твоему, развалится Россия? Я не знаю, Питер Вольф, я не знаю. Aslında Ramazan mı o Польше hayak gerç. Yok o. Şi мох бах ha. Şi мох бах просто. Раскш бог деш. Я пехота Путина бож. Раскичин ши алейву бож. Цу божтин салты у божтин. Раш салты у бож. И шо сыги. Худыцер вообще. Цу у Польши. Путину вот он угрожает. Выходите из состава России. Мы не входили в состав России, мы временно оккупированы. Вы такой же, Серик, можете сказать Крыму или Донецкую и Луганскую. Выходите из России. Когда мы выходили, мы весь мир просили. Мы весь мир призывали помочь нам. Одним рублем, одним долларом, одним патроном. Никто нам не помог. Поэтому началась война в Грузии, поэтому началась война в Сирии. Теперь эта война началась в Украине. Им я демаду, президент Милхирутах и она. Президент будет тот, кого изберет его величество господин народ. Власть в чеченском государстве принадлежит его народу. И депутатов в парламент и президента будет избирать его величество господин народ. А как поступит суд с убийцами? Высшая мера наказания – лишение свободы пожизненно. Но у нас, к большому сожалению, я против этого, есть смертная казнь. И я боюсь, что пока новый созыв парламента изберет примет новый закон, в котором ведет мораторий на смертную казнь. Это займет определенное время, выборы парламента, выборы президента. Это минимум 3 месяца нужно на подготовку, обычно так это происходит. Я думаю, приговоры за эти 3 месяца, и потом, пока парламент примет закон, это как я хочу. Это не значит, что в этом парламенте меня будут слушаться. Если это произойдет, как я хочу, то минимум полгода нам нужно будет в экстренном порядке принимать закон о введении моратория, хотя бы моратория, то есть временной приостановки исполнения приговоров, приведения, лишения жизни преступника. И я думаю, за эти полгода, даже если как пойдет по моему сценарию, за эти полгода
все преступники будут уничтожены. Боюсь, это произойдет за 24 часа. Без какого-либо суда. Что, опять же, я категорически против. Суд нужен не только для того, чтобы там выяснить точно, виновен этот человек или нет. Суд еще нужен для того, чтобы это осталось в наших архивах в назидание новым поколениям. Чтобы следующие коллаборанты, которые захотят перейти на сторону врага, будут немедленно остановлены вот этим приговорами. Будут уже знать, что неотвратимость наказания, принцип неотвратимости, он их коснется. А как поступит суд? Так, это я уже... Ичкерия никогда не будет, иншаллах, говорит Мадин. Мадина, ты глубоко ошибаешься. Ичкерия есть, была и будет. Вовеки вечная Чеченская республика Ичкерия. Ты думаешь, Украина победит? Я абсолютно, Босман, уверен, что Украина победит. Знаете, я только что сейчас читал комментарий. И в Сенате США, которые Ленд-лиз одобрили и так далее, они сказали, что мы сдвинем небо и землю для того, чтобы помочь объединить против России этот мир. Здесь знаете, как вопрос стоит? Или западная цивилизация, или большая бензоколонка. Как вы думаете, кто из них выиграет? Западная цивилизация, которая на протяжении последних, наверное, 100 или 200 даже лет является ведущей цивилизацией в мире, или же какие-то холопы, которые всегда были холопами и имеют только ржавое оружие и нефть, бензин. Все. Никаких шансов у них нет. Масайна хуйлуэн, Аллах рейз. В Грузии какая война была? В Грузии? В смысле, какая война была? Не понял вопроса. Ичкерия будет свободной. Желаю вам всем чеченцам в следующем году встретиться в свободной Ичкерии. Минимаус. Дуже дякую, Минимаус. Только давай в этом, раз уже желаешь, давай в этом. Чем занимаешься? Кем работаешь, если не секрет? Сейчас я живу в Германии. И раньше работал адвокатом. Сейчас занимаюсь правозащитой. И кое-какими другими делами. А где паспорт получить наш? Как освободишь паспортный стол, страну освободил, как освободишь, придешь, там получишь. Здравствуйте, здравствуйте, Эсти. Эсти кто кузер. Так, паспорт на столе. Мажмаяльгун. Ночи, суна мажалир. Ойнца гушмовец. Ойнца далече нашмов. Стоил ашвитам цавитан из. Не, царь цавитан, да, царь из Бари, витар я царь. Эти халифатчики меня выводили за то, что я демократ, выводили меня из ислама, заводили, выводили, что только не говорили. Теперь все халифатчики стали демократами. И мне обидно за халифат. Теперь я буду защищать, кто-то же должен остаться на защите халифата. Вот теперь буду сейчас отпущу, выучу пару там, хадисов, иншаллах, баракаллах фик, там, и все такое, и все. Что вы думаете о том, что сейчас Эрдоган хочет провести специальную операцию в Сирии? Эрдоган строит свое национальное, развивает свое национальное турецкое государство. Воюет против курдов, которых много лет они друг друга ненавидят. Не знаю, что они там делают. Это сугубо турецкие дела, которые нас не касаются. Так, Тайпан Милуабрат. Со нашхоух, Моцариуштар, Мазархо, Нашхо Тайпан, Укса, Нашхламтир. Котариуштар, Цейрау, Орти, Аслануса.
замучитесь хранить так. Все равно бештаг мажел что ушу. Да вала маж моица, маж дин, от мажа дин лил, что то уж вала цаела, вообще не мажить, вообще хукду, маж то вихвига, маж ятиха, унядинок али, лишь, شاش غزوة ديش دلا شاش جهاد ديش دلا إيرا دولة دقائق دي ويشو خارتو ويدي أرديت مش تيوش دي تيشي مج صوت وانترورو ده مشهور حسو ملو تخا حسو ملو تخا حسو ملو تخا بو حونسو ملو تخا بو Ты это имеешь в виду? Не понял. Ночи. Цага сомичер ворда. Асфюгер сона хумаца эльхюг. Оставохрик сона. Мы идиш маж просто. Уктуса маж жала, сацац маш дала, самар раз бала, сашилек дайс даган дала, сабоуч хококли дала, шу балбу. ويدويتsa كده عليه ويستخلات سواش ويستخلك تيرنا بي أبوش حيزة بيش شاوات ألات سواش شيء دقر خايتات سواش عش مدوي أرى ولا سيدويتش خل سويق مج أشويتش خل مج أنت ما داردو أشياء دقة مج ما يتي ويت عجيب ما مج نشني خل توش خل ما تسويز نطرني توش خل ما ويز إدو أسبوع السلام عليكم ستيبور وعليكم السلام عمران وعليك главный беш хильчан боя главный беш хильвиск беш внутри хильвиск беш внутри просто двое ночи худой двое ночи мы нормально кам дуем я сделаю стрим на русском языке, потому что нас смотрят украинцы, и я перехожу на чеченский, потому что вы мне здесь пишете на чеченском, поэтому я постараюсь говорить на русском, хотя буду иногда перескакивать и на чеченский. Знаете, у нас здесь есть провокаторы. Вот смотрите, есть духовное управление мусульман. Вот это духовное управление мусульман, оно полностью контролируется. В советское время, у меня есть ролик, кстати говоря, на моем YouTube-канале «Реалити». Вы можете посмотреть, почему... что такое духовное управление мусульман в Советском Союзе, как оно появилось, я об этом написал небольшую статью и на это сделал ролик. И одно в Бухаре было медресе, и в этом медресе обучался Кадыров, Ахмад и другие агенты ФСБ, КГБ, тогда это было КГБ, сейчас это ФСБ. Так вот, было создано духовное управление мусульман. И, во-первых, в начале в Советском Союзе самые большие борцы с Богом, с религией, были советы русские. Самые главные атеисты. Их Бог это Ленин, который их убивал миллионов, и он у них лежит в пирамиде на Кровавой площади. И, конечно, мы, чеченцы, как... не отождествляющие себя с фашистской Россией, всегда придерживались своей религии, своих традиций, обычаев и так далее. И вот мы прекрасно понимали, что духовное управление мусульман – это отдел КГБ, как и христианство, как и иудаизм, как и буддизм, который был в Советском Союзе, есть в России. И когда мы отсоединились от России нужно было нас как-то разделить. И первую войну, так как мы не делились, не хотели друг против друга воевать, были агенты русских спецслужб, которые служили в советское время России и продолжали наводить смуту. И с ними мы легко справились. Потом пришла Россия, мы ее победили и зажили. Победа была кровавой, тяжелой. Потеряли президента, потеряли более 100 тысяч убитых. Разрушенные города, фабрики, заводы. Все в руинах лежало.
И в это время нам засылают под видом чистого ислама другое направление. Это может кого-то задевать, но это так. И вот с этой стороны духовное управление мусульман, которое управляется фашистской Россией и КГБ, и с другой стороны так называемый ваххабизм, который нам тоже навязывают. И в этом духовном управлении суфисты, да, которые исповедовали сотни лет так, как мы сейчас исповедуем эту религию, были искренние, честные люди, честные, искренние мусульмане. Да, руководство у них было КГБшное. Мулла в каждом населенном пункте мулла обязан был доносить. Им он не становился муллой, имамом, если он не доносил. Это кто не знает просто, я для того объясняю. И то же самое получилось этим ваххабизмом. И суфисты дрались против русских. И ваххабисты дрались против русских. И мы все чеченцы, нам нечего делить между нами. Но нам навязывали для того, чтобы нас разделить. Нам это все навязывается. Поэтому нам ни в коем случае нельзя поддаваться на провокацию. Нам нельзя слушать разных пропагандистов. У нас есть государство с Конституцией 92 года. Она не противоречит никаким чаяниям мусульман. Она за мусульман. Она за всех людей, которые будут проживать в нашей стране. Вот мы строим свое государство национальное, как все в этом мире. И если кто-то этого не понимает, значит, этот человек еще не дошел до того уровня развития, где ему можно, с ним можно что-то спорить. Так. Молнашан имамшан қадари тарикатан резуоч лимали. Молнашан имамшан қадари тарикатан лишвац. Но сала Лубянский, Камилутига, масан буй Шахидов, Махидов, Ишаберша, Ища, Бусал, Дина, Доузам, Дойсхирдуцане, Цуюхи, Дел, Рэскшцане, Роутбойлюш, Рэскшан, Бухкаберша, Кам, Цасири, Дойч, Туамба, Цанохчичуа, Шайнохчан, Дуаллат, Фетваш, Далдеш, Ишбай, Бошлила, Иш, Юхсири, Байтацер, Дäri Weibosch, Tsamukan Däri Weibosch, Kamelde, Hinz Ukraine, da Deutsch bu, Razwat du Bosch. Swa Tarika, Swa Ajivirda, Swa Busalba, Udal Mula, Hirau, Kashk Akchuagalt, Amma, Raskchan Boch Bel Yilash Bui, Is Raskchan Boch Bel Dael, Taran Duenal Delson, Kietan Belson, и да Эрду. Чего бы мне это не стоило. Что такое ваххабизм? Google тебе в помощь, Барух. Правда, что чеченцы во Второй мировой войне немцев с белым конем встречали? Я слышал, не знаю, правда или нет. Нет, это неправда. Наглая ложь. А знаешь почему? Как обычно бывает, это русская наглая ложь, КГБшная наглая ложь. Ни одного немецкого солдата не было на чеченской территории, чтобы мы могли подарить ему этого коня. Вот и все. Я изменила ник. Спасибо, что сделал замечание. Говори, пожалуйста, по-русски, а то непонятно. Все, Нико, договорились. Сегодня стрим на русском, поэтому буду говорить по-русски. Говори на чеченской, Богу. Блогерам Ватсон, но сам вах сайметтиг бельц. Блогерам Ватсон, но сам вох сайметтиг бельц. Сам вудовой дамула. Шут амац дох. Тпашва дадели шут цадо бош. Ухи мел хан ерил шу.
Гроза, ай семагатне, це довго, ай семагатне. Ай просто далеч, ай мет кетчбеш кветридо, а це мот довго. Це довго, це уж довго, ай шек домовало. Сюрприз, чудо душа. Дел, да. Никто не думал, что так это все изменится. Я знал, конечно, что изменится, я верил в это. Я не знал, как это все произойдет. А теперь я вижу, как это все происходит. Теперь я даже могу сказать, в каком направлении и как это произойдет. Но сроки, правда, мы не знаем. Война в Украине может и на 10 лет затянуться. Ну, посмотрим. Все будет Ичкерия да Алмула. За халифат, Бож. Демократический халифат. Никогда не будет Ичкерии в Чечне. Смотри, ну хорошо, ты уже сказала, молодец, молодец. Возьми конфетку с полки и ложись спать. Уже время позднее. Иди, спи уже. Будет, не будет. Слава Украине. Героям слава. Викусик Зема, Викусь Зема, слава Украине, героям слава. Так что вот такие вот, друзья, дела. Ну что, закончились вопросы? Можно тогда стрим закруглять, я смотрю. Так, сенатор Дудаев. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. В Украине нету героев. Как это нету? Ты что? Украинская земля стольких породила героев. И столько сейчас их появляется. Просто я восхищен этой нацией. Я ими восхищен. И украинцы не просто этнические украинцы. Там есть и русские, и грузины, и чеченцы. Я ими всеми восхищаюсь. Кто борется против этой орды фашистской. А что Украина не русские? А что Украина не русские? Мадин, ты вроде бы за Россию. Ну, написать по-русски научись, елки-палки. У нас будет индустриальная Ичкерия, да, Алмула. Слава Украине, Мекшдац Олш, Махазирсун, Унхази, Үш яз дурка, слава Украине, Бог, Астуна, Делу Бог, мадайте. Слава Украине, я просто поддерживаю Украину. Скажи, какие герои. Ты мусульманин, говорит, да, я мусульманин. Скажи, какие герои. Ну, сколько тебе показать? Ну, открой любой YouTube, посмотри. Любой человек, который мужчина, женщина с оружием в руках противостоит вот этим ублюдкам, так называемым братушкам, это уже герой. Каждого перечислить. Все 700 тысяч, которые они сейчас хотят мобилизовать и довести армию до своих 700 тысяч человек, ты это имеешь в виду? Америка разрушила многих стран. Почему ты за них? Америка величайшая держава всех времен и народов. И она не разрушила и не оккупировала. Она свергала тиранов, которые угнетали свой народ. Саддам Хусейн убивал мусульман, кстати говоря, курдов газом. И это ему предъявили. Это был преступник. Муаммар Каддафи, сумасшедший какой-то, который утопал в роскоши и там занимался ерундой, который был самый богатый человек. Тоже, ну и вот такого плана. Просто, причем здесь вообще Америка? Зачем вы Америку обсуждаете? Говорите про себя, друзья. Зеленский у герой. Зеленский у раз герой. Любой гроза 95. Вы Кадыровец улчу. Любой человек, Зеленский, Миленский, кто бы он ни был, который не признает мое государство, чеченское государство, Ичкерию, он не может быть моим героем. Если он признает, вот тогда Зеленский станет моим героем. Хотя Зеленский украинский герой и отлично выполняет свою работу.
Конечно, это все делает армия, но Зеленский неплохо справляется. Виталий Ким, герой Украины. Да, и Виталий тоже. Да, нет. Так, украинская земля порождает героев и поглощает шнырей российских. Анзор, абсолютно верно. Америка разрушила очень много, убила очень много детей. И ты за них, Нико, иди отсюда. Америка сделала. Ты оставь Америку, ты о себе думай. Так ошибаться этнически украинцев физически не существует. Так ошибаться этнически украинцев физически не существует. Да, не существует. И тебя не существует. Иди быстро в палату, сейчас медсестра придет и сделает тебе укол. Но, извини, вы не знаете героев. Да. От American humma мацаол цер баямбол мусал нах мацабюйца. Гроза. Не переводите стрелки на Америку. Америка – величайшая страна всех времен и народов. Это такая же, как Чеченская республика Ичкерия страна, которая боролась за свою свободу и получила ее от Великобритании, свою свободу. А ты, который продался, который морально, может, за деньги, может быть, ты психологически, морально продался – врагам, которые убивали, насиловали нас, русским, ты продался. И мне говоришь за каких-то там американцев, за каких-то там что-то делали. Ага. Каждый должен в своем доме сперва порядок навести. А вот такие, как ты, продают нашу историю, наше будущее, наше настоящее фашистам, которые нас убивали. У вас вообще нет даже слова в приличном обществе. Шунгураду аркерчан чултя. Аркерча душун. Карч гергада нашун. Иччо дала аркерч душун. Хитяшен кичмаш вилаш. Валлахи вейрва. Цада. О интернет чу. Жадик душ душун. Цада вейрва чу келар. Так, поделился трансляцией. Да, пожалуйста, делитесь трансляцией. Кадыров ватсо, инша, Кадыровец ватсо. Ну, ватс. Ватсо, Закаевец, ватс. Мадиц, уктоцаш, мадиц, куча вежере, уктоцаш, мадиц. Ну тогда объясни, откуда они взялись, кто они взялись. Киев взяли в руки самый большой флаг Ичкерии. Слава Ичкерии, героям слава. Сенатор Дудаев. Так. Харамунда. Подхолопный. И второй. Аслан, ты заблуждаешься. Это ты заблуждаешься. Гроза хохума яц и лавик. Тике тайгзис. Так. И Америк маликш чуа лехтшун. Америк сан аш долларой. Из-за гуду хайшан. Знаете, когда говорят за Америку, вместо того, чтобы говорить о своих проблемах, люди начинают говорить о Мьянме, о Палестине, о Америке, о всех других бедах. И никогда они не говорят об уйгурах, никогда они не говорят об чеченцах, которых убивали, 30% убили, о геноциде над чеченцами, о геноциде уйгуров. Почему не говорят? Потому что это линия партии российской, вот этой банд, КГБшной банды, вот эта их линия, она противоречит этому. Они сами убивали в Чечне, поэтому их обвинять нельзя. Китайцев, потому что это старший брат вот этих фашистов, такой же фашист, как и эти русские фашисты. Поэтому они не говорят про уйгуров. Вы слышали про уйгуров? Целые лагеря сделали. Вы слышали про чеченцев? Нет, они наоборот убивают чеченцев. Чеченец, который хочет жить свободно, они его убивают. Да, вот я живой этому пример. Преследуют моих родственников, пытают, меня заказывают, здесь, там, всячески пробуют. Это просто отводящие, что вот Америка сделала, Америка то, Америка все. Америка это полицейский, без которого этот мир не может обойтись. И выполняет свои функции. Иногда не очень хорошо, согласен, а иногда очень-очень даже хорошо. И если бы не Англия и Америка,
Я уверен, еще в 1944 году ни одного чеченца они в живых, и ингуша они в живых не оставили бы. Нам Америка ничего не должна. Ни Англия нам ничего не должна, ни Америка. Помогут, спасибо, не помогут, ну что поделаешь. Но если бы не было бы вот этого международного порядка, если бы не было вот это англосаксонской цивилизации, ни одного чеченца они не оставили бы в живых. Такая ненависть у них к нам. Даже у того же грузина Сталина была такая же ненависть. Чтобы быть русским, он нас ненавидел всеми фибрами своей души. Поэтому оставьте американцев. Американцев трогать не дам. Эсти Кузер, как вы относитесь к сегодняшней немецкой политике? Не очень хорошо, если честно, я вам скажу. Мне не нравятся некоторые вещи, но мне нравится министр иностранных дел Анна-Лена Бербок. Мне не нравится, почему Шольц некоторые вещи затягивает, там какие-то свои внутренние дела. Но так, в принципе, получше сейчас, мне кажется, ситуация. Ну, Германия, она всегда была своеобразной, своеобразной, со своей позицией. Ну, это делало ее сильной, мощной страной, которой она и является на самом деле на сегодняшний день. Я думаю, все исправится, дай бог. Я прилагаю усилия, чтобы и немцы думали в поддержку Украины. Поверьте, с первых дней я вообще выехал из Москвы, из России для того, чтобы приехать сюда и помогать Украине. И все это время делал все, не как говорится, не за страх, а на совесть, для того, чтобы поддерживали Украину. И буду продолжать в том же духе. Так, привет с Украины. Привет, Милана, привет. Мао Зедона, из-за него очень много людей. Да, Сталин был осетином. Ну и осетин, грузин, не знаю. Давно вы не выходили в эфир. Да, я вчера, по-моему, выходил в эфир. Еще выйду, буду выходить. Сталин был козлом. Алена Блонд, абсолютно, Алена, согласен с вами. Это был тиран и козел. Сталин был тираном и очень плохим стратегом. Да, это был просто кусок нехороший. Так, Амин Гала. Власов тоже был продажный, говорит. Акуватты, Гала, чуватты, 0,6. Удаватты, и 0,6 вона. Галга язи, чуватты, 0,6 удаватты. Газ шелил номер мою, айн, вот те шей. Алзоня, лучше номер мою, и шунеллак, шуна, туна. Палестине, мабуть, вам Сирия, мабуть, вам Игун Цадуицуай. Ну, во-первых, в Палестине нет никакой войны. Палестина – это спектакли, которые разыгрывают для того, чтобы оказывать влияние на... Сейчас нету как такой войны. И вот сейчас последние инсценировки, которые они делают. И запускаются по просьбе и требованию фашистской России. Про Сирию я говорил всегда. С первых дней войны говорил, говорю и буду говорить. Сейчас там, конечно, нет того, что было раньше в Сирии. Сейчас основные боевые действия переместились и нарушения прав людей переместились в Украину. Но в Сирии были страшные преступления. И об этом нужно говорить. А Палестина, это вообще пофигу бог, щен Палестина. Палестинский лидер приехал, избранный, их народом избранный. Представьте, идет геноцид, например, какого-нибудь народа, да, возьмем какой-нибудь народ, мусульманский какой-нибудь, небольшой народ, но Косово возьмем, да, сербы их убивают. Туда приезжает Джохар Дудаев, и косовары подвергаются гонениям, убийствам, унижениям, изнасилованиям и так далее. Приезжает Джохар Дудаев и говорит, Косово – это внутреннее дело Югославии, сербов, это меня не касается. Законно избранный, или Масхадов это говорит. Вы это можете представить? Так вот, вот этот их избранный
представители вот этой Палестины, законно избранные, наблюдатели со всего мира, приехал и сказал: Россия, Чечня – это внутреннее дело России. После этого вопрос Палестины для меня умер. Нет для меня такого вопроса. Понимаете? И я не увидел митингов в Палестине против вот этого. Его опять избрали. Он и сейчас до сих пор там у них по пределах при власти. Этот Машаль, как его зовут. Поэтому не надо лезть, ехать воевать в Сирию. Нас никто там не зовет. Наши женщины, дети в лагерях там для военнопленных находятся до сих пор. О них никто не думает. Собрали всех для того, чтобы убить сопротивление на Кавказе. Начали выдавать паспорта дагестанским разным муллам, там, этим, третьим, которые выезжали, сейчас припеваючи живут в Турции, опять своей этой пропагандой, машалла, иншалла, бож, и пропаганда есть. До сих пор сидят. По 15 жен у них, по 15 детей у них, там, по много жен, сидят себе и припеваючи живут. А в Сирии, в лагерях сидят женщины, которые остались вдовами после того, как для чего их мужья туда забирали, я не понимаю. Вот такая вот вещь, эта жизнь. Надо чуть-чуть думать. Нас в Сирию никто не звал. Вы видели, чтобы сирийцы благодарили нас за то, что мы там тысячами погибли? Вы видели? Сколько сирийцев было, которые воевали у нас? Это был развод, чтобы погасить наше сопротивление на Кавказе. И рядом с Доккой, который объявил Эмират Кавказ в надежде, что ему там будет поддержка, и определенная поддержка вначале была, а потом всех вот этих эмиратовцев, так называемых, которые были в окружении самые доверенные люди Докки Умару, всех собрали и отправили вместе с оружием. Я знаю, кто отправлял, кто в этом принимал участие. Это сейчас люди живы, они в Турции, в других местах. Давайте думать о нас, потому что другой за нас думать и о нас думать не будет. Палестина, вот вам так, вы можете своим Кадыровым и вот татарским флагом жить сами, а земля Ичкерии освободите. Да. Но я бусал на зъедешь бухтига евреиш, а пальцы бьют Чечня. Бусалбнах, мичабу, бусалбна, вей мичаду, вей унцадоц, аниндаг, дулиш делдеш. Шей ночи чуа, хит селон вину, сагвитиш, мас палестинец вина, а лишь сколько палестинцев убили вчера? А что позавчера, а месяц назад? А вот вчера чеченца убили, а другого ранили, а жену забрали, подхолопные, подрусские, предатели чеченского народа. Почему вы о них не говорите? О них надо говорить. А там о себе подумают. А арабов 600 миллионов. Они думают о себе. Лига арабских государств сколько слов в поддержку чеченцев сказала. Вы видели видео, где Дудаев говорит, почему Турция нас не поддерживает? Почему маленький Израиль, когда началась война, первая русско-чеченская, поддержал нас, а Турция нас не поддерживает? Почему 600 миллионов арабов, у которых нефть в руках, у которых Лига арабских государств там, и так далее, может даже больше, чем 600 миллионов. Почему они не испортили, не прервали дипломатических отношений? Почему не вынесли в Совет Безопасности, там, в ООН не поднимали вопрос касательно геноцида? На самом деле непридуманного, настоящего, не придуманного, как некоторые народы придумывают про себя геноцид, а настоящего геноцида. Почему вы об этом не думаете? Вы такие альтруисты. Если вы такие альтруисты, если вы так хотите за счет чеченского государства помогать всем на этой земле и портить со всеми другими отношения, тогда, пожалуйста, из своей семьи начните, не приносите в дом зарплату. Отдайте своим соседям, там, знакомым, на улице кого-то встретите. Не идите домой там помогать своей маме, папе, там, своим там, детям, братьям, сестрам. Помогите там соседу, езжайте там в Дагестан, помогите дагестанцам, там кто-то дом строит. Не стройте себе дом, постройте там в Дагестане кому-нибудь дом.
Почему вы этого не делаете? Но почему-то вы за счет чеченского государства решаете проблемы каких-то палестинцев, каких-то сирийцев и так далее. Причем я понимаю, что если совершается преступление, кем бы оно ни совершалось, Америкой оно совершается, Китаем или Россией, или нами, чеченцами оно совершается. Это нужно осудить, я в это не спорю. Но первое ты должен сделать. В этом мире нету ни одного народа, даже уйгуров, лишенных настолько прав, как чеченцы. На сегодняшний день это факт. Я не понимаю просто, как это можно вот так себя вести. И потом, я мусульманин. Если ты мусульманин, думай о мусульманах. В первую очередь тебе же сказали о своих думай. А как вы, насколько затянется война в Украине? Я не знаю, Милан. Это может затянуться и на 10 лет. Я рассчитываю, я надеюсь, что в этом году будет, буквально через пару месяцев, будет мощный перелом. Я очень на это надеюсь. И есть основания у меня так думать. Мечавала муслим хильвиз бо ой мильват муслим Асланбек, Аслан Берлин. Кто говорит, что не должен быть мусульманином? Почему вы все сводите к религии? Тебе же никто не запрещает быть мусульманином. Будь этим мусульманином, кто тебе мешает? Не надо это везде подчеркивать. Если ты мусульманин на самом деле, а не так просто, чтобы говорить об этом. Тема есть пропаганда, нам ее закладывают, мы об этом говорим, повторяем. Нам говорят про Палестину. О, Палестина. Вчера убили чеченца в Чеченской республике Ичкерия, временно оккупированная Чеченская республика Ичкерия. Где палестинцы об этом говорят, где пишут на всех арабских сайтах, где об этом говорят чеченцы, которые там машалла, иншалла, там везде говорят. Где? Нету. Убили мусульманина. Убили чеченца за то, что он отказался ехать воевать в Украину. Где эти люди? Да думаешь, der царецштол, малил дейвай, der царецштол. Если вы хотите кому-то помочь, не стройте себе дом. Езжайте в Дагестан, постройте дагестанцу дом. Или кабардинцу, или поедьте в Россию, русским постройте дом. Вы же так не сделаете? Давайте, вы же сперва себе позовете. Если я приду и скажу, нет, ты поедешь сейчас строить дагестанцу дом. Что вы мне скажете? А почему вы должны мне постоянно тыкать это? Постоянно. То один Кадыров во всем виноват. Вот была тема, начали, вот сейчас еле-еле мы переломили эту ситуацию и вынудили просто изменить в силу сложившихся обстоятельств в том числе. Изменить ход направления. Везде Кадыров виноват, Кадыров. Просто личная обида у кого-то на Кадырова и все. А реально хотели за счет пассионарной части чеченского общества подрусские, которые всегда были за русских, сместить кадыровцев, которые вчера были против России, а теперь они за Россию. И мы в этом должны участвовать. Не должны мы в этом участвовать. Кадыров это всего лишь инструмент в руках фашистской России. И мы должны говорить о России. Вот низбо вы шевик Украине эльчах висанук. Вы Украине тулам бабиз Украину. Вода дизой поддерживает изой. Ама войну гольшбо пайда бючдить дизой. Войн сюда пайдбу Украин тула войн сюда Бог пайдбу. Россия иша дал мула. Так войн сюда пайд. У этом русле бедится. Шевик томбоваться виз. Тига беш туэшбу. Тига гулбалаца биз. Цаумдаца диз. Вой кетчдал диз. Кетчдал. Томба ванага динвис ажуиз. Цавис на войн динвис на войн ушару. Вой подчалкан.
Победа Украины – это наша победа. Да, именно так. Вот это я и говорю. Так, в Палестине. Вой барт бат. Бат, Аслан Берлин. Бат, вой барт. Цахли тадуку ахяган. Дагестан. Палестин. Царил дик ашбун. Аслан Берлин. Царил. Дагестан. Палестинцы живут лучше, чем дагестанцы. Поверьте. Им выделяют в том числе и Израиль. В Кнессете, в парламенте Израиля есть арабы. Да, вы правы, но у Кадырова мозги конкретно промыты, и он только такой бред несет, что невозможно слушать. Да, конечно, он агент КГБ. Уэн Тянгар Хилам Бац и Пейд. Тянгар Дейр Бац Пасан. Вы слышали, что говорил насчет Польши? Да, конечно, все, что говорит Рамзан Кадыров, исходит из уст Путина. И то, что... вы слышали, что сейчас формируются международные, официально, не просто добровольцы будут ехать в Украину, а государства теперь будут открывать второй фронт и помогать Украине уже официально. Европейские государства будут. Так что слава свободной Ичкерии и Украине. Все будет отлично, друзья. Так что вот такие вот дела. Друзья, я, наверное, на этом закончу свой стрим. Постараюсь завтра. Ну, завтра у нас суббота, кажется. Что у нас? Завтра пятница или суббота? Посмотрим. Короче говоря, посмотрим. Будет анонс. Следите, подписывайтесь на мой YouTube канал. Реалити называется. Аслан Арцуев вы найдете. И подписывайтесь на этот канал. Аслан Арцуев Реалити. И подписывайтесь на мой другой TikTok канал, потому что меня постоянно атакуют. Вот я начал стрим в YouTube сегодня и не смог его завершить, просто потому что была снова атака, и на этот раз им удалось. И у меня все зависло. Всего самого хорошего. Спасибо, что смотрите. Спасибо, что поддерживаете. Слава Украине, слава Ичкерии. Господи, благослови Америку. Боже, храни королеву. Всего самого хорошего.